В эфире информационный выпуск Хамша Юхшара. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. С пожеланиями мира и счастья в Сухуми прошел митинг в поддержку сирийского народа. Ингургэс работает в обычном режиме. Последствия аварии устранены. Группа депутатов парламента побывала на ГЭС. Территория детства. Как в Абхазии отметили День защиты детей. Торжественный митинг, приуроченный к признанию независимости Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики, а также в поддержку сирийского народа в борьбе с международным терроризмом, состоялся в Министерстве по репатриации в Сухуми. Официальное мероприятие посетили первые лица страны во главе с президентом Раулем Хаджимба. Во дворе Министерства по репатриации сегодня развивались абхазские и сирийские флаги. На митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республики, пришли сотни людей, среди которых много репатриантов, вернувшихся на свою историческую родину именно из этой арабской страны. На митинге выступил президент. Рауль Хаджимба отметил, что для Абхазии признание Сирии имеет огромное значение. Сирийская Арабская Республика прошла через много испытаний. История свидетельствует о важной роли этого государства в регионе. Рауль Хаджимба подчеркнул, что в последние годы Сирия противостоит европейским странам, США. Признание Республики Абхазия в военное время – бесстрашный шаг Сирии, подчеркнул президент. Европа винкара дукой Америкой ирджагылан юкпо винкара имша имарха хара хазхазара винкара зуханги имарьедзамст хабха айштоп аздара дука кядлда Хусква, хайзыка зашиква, рейкуршара. Урт рейкуршара марьедзам, аха вахки, арахки, дара дзибзен усадр улапхан. Министр по репатриации Беслан-Бар отметил, что признание нашей страны Сирии стало большим событием. При этом он подчеркнул значительную помощь представителей абхазской диаспоры Сирии в борьбе за независимость нашей страны во время Отечественной войны народа Абхазии. Советник президента республики Владимир Зантарев в своем выступлении отметил, что последние несколько лет взаимоотношения между Абхазией и Сирией динамично развивались в различных направлениях, и вся эта кропотливая работа в итоге привела к установлению официальных дипломатических отношений между двумя странами. Это, несомненно, большое судьбоносное событие. Это еще один значительный прорыв российской, абхазской и осетинской дипломатии. Сирия – страна с древней великой историей, один из очагов человеческой цивилизации, и налаживание с ней государственных дипломатических взаимоотношений чрезвычайно значимо и престижно для нашего государства. Этому достаточно сложному процессу, которому сопутствовало немало подводных камней и препятствий, предшествовали серьезные политические и дипломатические усилия. Конечно же, основное бремя ответственности этой миссии легло на плечи президента Абхазии Рауля Хаджимба. Непосредственно ему приходилось выверять каждый шаг по достижению результата, по осуществлению поставленной задачи. Следует отметить хорошо продуманную работу Министерства иностранных дел во главе с Дауром Кови. Завершая официальную часть мероприятия, репатриант из Сирии Шараф Маршан, брат знаменитого сирийского генерала Уалида Маршан, соратника Башара Асада, поблагодарил руководство Абхазии за оказанное внимание всем, кто вернулся на свою историческую родину, и выразил надежду, что Абхазия и Сирия будут и дальше налаживать и укреплять отношения во всех сферах. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 30 мая в ходе проверки оперативной информации с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Абхазии в Сухуми обнаружен ранее похищенный гражданин Республики Турция Кая Селим, 1969 года рождения, который незамедлительно был обследован в поликлинике МВД Республики. По результатам обследования установлено, что состояние его здоровья удовлетворительное. Как известно, Кая Селим был похищен 9 февраля в Ачамчире. По данному факту прокуратура Ачамчирского района возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Незаконное хранение оружия». Следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются. О ходе дальнейшего расследования будет предоставлена дополнительная информация. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В ходе реализации оперативной информации по подозрению в незаконном ввозе наркотических средств сотрудниками СГБ Республики Абхазия на КПП ПСОУ задержана гражданка России Ольга Ситтикова, 1989 года рождения, уроженка и жительница города Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба СГБ Республики, в ходе личного досмотра у гражданки Ситтиковой изъят сверток, при вскрытии которого было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета. Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД Республики, изъятое вещество является наркотическим средством метадон общим весом 140,134 грамма. Со слов задержанной, данное наркотическое средство ею планировалось ввести на территорию нашей страны с целью дальнейшего сбыта путем осуществления так называемых закладок. Следует отметить, что это самая крупная партия изъятого сильнодействующего наркотического вещества в Абхазии. Следственным отделом Службы государственной безопасности возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенные в особо крупном размере, и по статье «Незаконные ввоз в Республику Абхазия, вывоз из Республики Абхазия или перевозка транзитом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере». Судом города Сухум в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ольга Ситтикова водворена в следственный изолятор СГБ Абхазии. Накануне по инициативе депутатов Народного собрания Абхазии состоялась поездка на Ингургэс вместе с руководством Черноморэнерго. Депутаты посетили машинный зал гидроэлектростанции, где ранее произошла авария. О причинах и последствиях аварии на Ингургэс в репортаже Али Кетрапш. Машинный зал Ингургэс – это сердце энергосистемы Абхазии. Именно здесь возникает электроэнергия, которая питает всю республику. Он находится под землей на глубине 120 метров. В машинном зале установлено 5 турбинных подземных водоводов, которые вырабатывают электроэнергию. Мощность каждой из них 250 мегаватт. Машинный зал имеет 3 этажа. На самом верхнем находятся коллекторы турбинных водоводов, диспетчерский пункт и все электрические шкафы. На втором этаже располагается статор гидроэлектростанции, а на первом этаже находятся турбины и трубы, по которым вода поступает к ним, а также компрессорные и маслонапорные установки. Именно на этом месте неделю назад и произошла авария, в результате чего весь этаж был затоплен водой. Специалисты Ингургэс вовремя перекрыли затворный механизм водовода 5-го генератора, который расположен не в машинном зале, а фактически на поверхности, и тем самым сумели предотвратить затопление других этажей машинного зала. Уже после откачки воды были установлены причины самой аварии. Причиной аварии оказались, в принципе, не совсем верные инженерные решения при строительстве Ингургэса. То есть по нормативам, как диаметр трубы, которая находится в водоводе 5-го генератора, так и бетонирование этой системы было не совсем верным образом сделано. В связи с чем, естественно, под определенным давлением произошла непосредственно авария и прорвала эту воду. Это недостаточно серьезная причина для того, чтобы останавливать станцию. И, естественно, по этому водоводу будут впоследствии проведены ремонтные работы, которые могут занять от недели до 10 дней. На данный момент все агрегаты приведены в порядок и готовы к запуску. Однако еще идет процесс заполнения водой деривационного тоннеля, благодаря которому вода поступает к турбинам. Тоннель будет заполнен уже через пару дней, и тогда гидроэлектростанция возобновит работу в стандартном плановом режиме. Группа депутатов посетила все этажи машинного зала Ингургэс. Им подробно рассказали о причинах и последствиях аварии и в целом о работе гидроэлектростанции. Многие из них отмечали, что впервые побывали на Ингургэс и весьма впечатлены масштабами сооружения и слаженной работе специалистов гидроэлектростанции. То, что мы здесь увидели, это современное оборудование, техника, которая представлена разного рода брендами мировыми, да. Большой слаженный коллектив, который здесь работает. Вот я сейчас спрашивал, до 700 человек активно работают на данной станции. Это очень, скажем так, крупный объект. В свое время вы сами видите, значит, какие средства были вложены в него Советским Союзом. И его нужно поддерживать. Первый раз попал вот на этот объект, машинный зал. Уважение вызывают сегодняшние работники станции, которые держат ее в соответствующем состоянии, несмотря на вот эту аварию, борются с ее последствиями.
колоссальный, конечно, объект. Таких объектов, я не думаю, что в мире большое количество. Надо к нему относиться с должным вниманием. После руководство Черноморэнерго вместе с депутатами поднялись на поверхность, где посетили офисное здание Ингургэс, открытую распределительную подстанцию, и пообщались с сотрудниками гидроэлектростанции. Аля Катрапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Международный день защиты детей. Официально он был учрежден Конгрессом Международной демократической федерации женщин в 1949 году. Первое празднование детского дня состоялось 1 июня 1950 года. В тот раз его отметили в 51 стране мира. Сейчас более 60 стран отмечают День защиты детей, в их числе и Абхазия. Столичный детский сад «Улыбка» посетили президент республики Рауль Хаджимба, премьер-министр Геннадий Гагулия, глава столичной администрации Адгур Харази, министр образования и науки республики Адгур Какоба. Репортаж Налы Кофе. В Международный день защиты детей в детском саду «Улыбка» в новом районе столицы президента ждали с нетерпением. Воспитатели и дети подготовили целую программу со стихами, песнями и сценками. Было видно, что ребятишки хорошо подготовились и немного нервничали. Но старания детей и воспитателей не пропали зря. Президент поблагодарил за такой теплый прием и поздравил детей с праздником. Рауль Хаджимба также отметил нелегкий и ответственный труд воспитателей. В первую очередь хочется поздравить наших детишек. Детишек, которые завтра станут продолжателями дел старшего поколения. Всего вам доброго. Счастья вам, радости, успеха вам. Растите большими, добрыми, хорошими людьми. И самое главное, еще раз хочу выразить свое отношение к тем, кто работает в наших детских учреждениях, дошкольных учреждениях. Вы первые, кто дает возможность выйти в большой путь, который нацелен на то, чтобы наше государство состоялось. Всех детей с праздником также поздравил глава администрации города Сухум Адгур Харази. Всем детям Абхазии хочу пожелать хорошего дня, чтобы каждый день для них был солнечным, чтобы день проходил с любовью, чтобы они были окружены теплотой и заботой государства и родителей. День защиты детей – это не только веселый праздник для малышей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Налы Кофе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В рамках празднования Всемирного дня защиты детей в Сухуми прошел ряд мероприятий. Сотни ребятишек стали участниками детских праздников, а также получили призы и подарки. Начало долгожданных каникул, громкая музыка, бесплатное мороженое, спортивные мероприятия – все смешалось в один большой и веселый праздник. Нисфа Аршба продолжит тему. Самая большая территория детства развернулась в столичной филармонии. Здесь царила особая волшебная атмосфера. И все благодаря детскому смеху и веселью. Ой, какое солнышко, небо и простор. Всей красоты не видела нигде до сих пор. И солнышко сияет, и плещется река. Столичная филармония переполнена. Нет, сегодня не премьера какого-то спектакля. Огромное количество детей собрал праздничный концерт ко Дню защиты детей. В главной роли самые маленькие жители страны. И зрители в основном тоже дети. Учащиеся вспомогательной школы вместе с воспитанниками театральной студии «Арлекино» представили сказку «Дюймовочка». Стоит отметить, что средства по организации представления выделены из городского бюджета.
Океан детских улыбок. Столичная вспомогательная школа не просто поздравляет, а по-настоящему удивляет маленьких горожан, даря волшебный праздник детства уже не в первый раз. Здесь деткам можно все – громко хлопать в ладошки, петь и даже танцевать. Сегодняшний праздник подготовлен детьми Сухумской вспомогательной школы, а также участниками других школ Абхазии. Большую благодарность выражаем студии «Арлекино» и хореографическому коллективу «Ахотира Адуней» за предоставленную возможность и организованный праздник всем детям. День защиты детей – один из самых старых международных праздников, который отмечается во многих странах мира. Для одних это серьезный повод обратить внимание на проблемы современного детства. Для других – возможность дарить волшебные праздники. А еще говорят, счастливое детство – это когда ребенок окружен любовью и заботой. Семья проводит свободное время вместе, а жизнь наполнена яркими событиями, такими, как этот праздник, дарящий ребятишкам не только хорошее настроение, подарки, но и частичку счастья. Нисфаршпа, Беслан Шхинджери, Абхазское телевидение. Торжественное вручение аттестатов выпускникам столичных музыкальных и художественных школ прошло в Сухуми. Всего в этом году 79 выпускников. В ведении Управления культуры и столичной администрации находятся 2 музыкальные школы, 2 школы искусств и 1 художественная школа. С каждым годом в сухумских школах искусств открываются новые отделения, растет и количество обучающихся. Учащиеся школ выступают на концертах, фестивалях, принимают участие в международных конкурсах, где занимают призовые места. На торжественном вручении аттестата выпускники учащиеся школ выступили с концертными номерами, а воспитанники художественной школы выставили свои работы. С получением аттестата выпускников пришел поздравить глава администрации Сухума Адгур Харазия. Музикала, искусствала, дулей, бабка. И сходство вас из него обстазала. Скуяна год хочка дара харецот, убри зирала, абсенрагия плод, хридиш плод шапка. И хейфидесна плод, хзиркса цара, скуяна год ваш англарамха, и те ясфтарапа, обсерапан шифита, и то обсерапсалат. В Международный день защиты детей в представительстве Россотрудничества в Абхазии, как и в 16 странах мира, открылась фотовыставка победителей международного конкурса «Фотодипломатия-2018». Кроме того, здесь чествовали победители конкурса чтецов «Живая классика». Репортаж Ирины Аршва. Основная цель проекта «Фотодипломатия-2018» посредством фотографии расширить методы народной дипломатии для укрепления мира, уважения и взаимопонимания между народами разных стран на всех континентах мира. Работы, представленные на выставке, говорят сами за себя. На всех фотографиях лица детей, таких разных и в то же время одинаковых. Когда смотришь на них, становится понятным, что главное предназначение взрослых – это сделать жизнь детей счастливой, без войн, голода и лишений. Отрадно, что Абхазия наряду с 23 странами мира приняла участие в фотоконкурсе. Из 1500 работ было отобрано всего 20. Среди них работа Олеси Горельниковой «Юный джигит». Любое участие в конкурсах – это всегда интересно. Я выбрала работу, на мой взгляд, которые могли бы достойно представить, и отправила их. Фотографии я выбирала, про эту фотографию я сразу знала, что я ее точно выберу. Остальные фотографии выбирала из учета, что более игровые, более интересные по сюжету. На протяжении примерно 2 месяцев мы вели прием работ. У нас была открыта специальная электронная почта, куда могли отправить ребята свою работу. Самое основное условие было, что это мог сделать как профессиональный фотограф, так и обычный любитель, я не знаю, свою какую-то личную фотографию. То есть, в принципе, никаких ограничений
ограничений. Тематика «Дети мира» – это международный проект «Фотодипломатия», в котором участвуют все страны мира. И у нас от Абхазии, получается, было 6 участников. И вот одна участница, Олеся Горельникова, ее фотография победила, вошла в основную выставку, в которой вошло 20 фотографий. И сегодня в 16 странах мира, в 4 частях света откроется выставка, где будет указана Абхазия. На этой фотографии мы очень гордимся этим. Помимо проекта «Фотодипломатия-2018», еще в начале весны представительством Россотрудничества в Абхазии был объявлен национальный конкурс чтецов «Живая классика». Более 100 детей из всех уголков Абхазии приняли участие в конкурсе, по результатам которого победительницами стали школьницы из Сухума Виктория Эсоглы, Анна Голландзия, Александра Габелия и Виктория Ежова. Главным призом для девочек была поездка в Артек, в международный детский лагерь. Там они боролись за звание лучшего чтеца уже с участниками из разных стран мира. Конечно, девчонки под впечатлением огромным, потому что я думаю, что у них в жизни еще подобного ничего не было, и они уже увидели, как бы к чему стоит стремиться, какие есть возможности в мире, уметь собраться, уметь перебороть свое волнение перед многочисленной аудиторией, выступить, победить – это очень здорово. Я думаю, что это отличный шанс каждому ребенку, и призываю всех участвовать в подобных конкурсах. Девочки наперебой рассказывали о днях, проведенных в лагере «Артек», о своем участии в конкурсе. У собравшихся в Россотрудничестве также была возможность посмотреть видеозапись выступления Виктории Эсуглы, которая из 14 финалистов конкурса стала победительницей в своей возрастной категории. Из 46 стран были представители, и вот когда я увидела всех этих ребят, я просто была удивлена тем, что несмотря на то, что да, каждый по-своему уникален, у каждого своя религия, все разные национальности, и мы думали, правда, что это будет немного сложно, и тем более не все же разговаривают чисто на русском языке. И вот, но с этим проблем не было. Международный конкурс «Живая классика» проводится уже не первый год, но Абхазия приняла в нем участие впервые, и уже такие высокие результаты. Представительство Россотрудничества планирует и дальше принимать участие в данном конкурсе. Так что все школьники Абхазии, которым от 10 до 17 лет, смогут побороться за путевку в Артек и в будущем году. Ирина Аршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. В ресторанах быстрого обслуживания «А-бургер» прошла акция «Праздник детства». Половина вырученных денег от благотворительной акции пойдет на лечение тяжело больных детей Абхазии. Саид Джарсали продолжит тему. Вот уже второй год в Международный день защиты детей добрый картофель предлагали купить представители министерств, общественные деятели, популярные певцы, артисты и другие медийные личности. Посетители кафе были приятно удивлены, увидев за стойкой известных людей. Это, безусловно, поднимало настроение в этот праздничный день. Для маленьких посетителей ресторана была организована праздничная программа. Их развлекали профессиональные аниматоры с аквагримом, занимательными представлениями. Участники акции признавались, что с удовольствием приняли приглашение от благотворительного фонда «Ашана». Заказы сопровождались хорошим настроением, фотографиями и автографами. Я очень рад возможности поучаствовать в такой акции. Конечно, в первую очередь это такая замечательная возможность напомнить о том, что как важна благотворительность в нашем обществе в Абхазии, и как важно совершать в том числе и такие яркие мероприятия, яркие акции, призывать к помощи детям, благотворительности. В этот день каждый покупатель всех видов картофеля вносил вклад в лечение тяжело больных детей Абхазии. 50% вырученных средств от продажи картофеля добра будут перечислены в фонд «Ашана». Очень приятно, что сегодняшнее мероприятие пользуется успехом у взрослых и у детей. Очень приятно, что взрослые посчитали нужным привести своих детей и тем самым показать им, что делать добро можно весело, непринужденно, с удовольствием. По словам директора благотворительного фонда «Ашана», к совместной с рестораном быстрого обслуживания «А-бургер» идее присоединяются все больше участников, что очень радует. Мы
благодарим всех за поддержку, за участие. Надеемся, что акция пройдет активнее и принесет больше результатов, чем в прошлом году. От лица фонда Ашана поздравляю детей всего мира с этим замечательным светлым праздником. Желаю, чтобы ни один ребенок в мире не болел и чтобы у каждого ребенка было счастливое детство. Сотрудничество ресторана «Абургер» и фонда Ашана давно стало доброй традицией. Праздник детства в ресторане все приняли с большой радостью. Данная акция у нас стала уже традиционной. После удачно проведенной в прошлом году акции мы решили проводить ее каждый год. И слава богу, она у нас проходит очень успешно. И мы рады тому, что мы можем привлечь к этому детишек, приучать детей творить добро. Возможно, мы не огромный какой-то вклад вносим, но свой маленький вклад, свое маленькое добро в общие копилки добра ашановской мы стараемся делать. Была проведена также беспроигрышная благотворительная лотерея, в которой разыгрывались различные призы. Поддержку данной акции оказали Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, администрация торгового комплекса АО «Сухум» и сотовая компания «Амобайл». Саиджер Салия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром в субботу дождь, возможно гроза. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-18, днем 20-25 тепла. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.